С раннего детства мне было интересно знать, почему я говорю на другом языке, почему мы живем здесь и почему мне никто ничего не объясняет. Свой родной ижемский диалект коми-языка я приняла от своих родителей, оленеводов, Терентьева Петра Михайловича и Терентьевой Марфы Степановны. А когда мне исполнилось 7 лет, и я поехала в школу, меня отправили в село с другом отца, Ванютой Александром Сидоровичем, потому что ему срочно надо было к зубному врачу. Как сейчас помню, то лето было дождливое, а в конце августа даже выпал снег. Перед селом нам надо было переехать через небольшую реку Пятчему. Подъехав к реке, Александр Сидорович остановил оленей и пошел мерить глубину холеем. Вернувшись с реки, он как-то грустно сказал мне: «Ну что, доченька, надо переезжать. Держись за меня крепко-крепко, и что бы ни случилось, не отпускай». Посадил меня на сани, а сам встал на них во весь рост, и мы поехали в темную воду реки. Как мы переехали реку, я не помню, только помню торчащие из воды головы оленей. Сильное течение далеко отнесло нас от места переправы, и нам пришлось выбираться из реки по очень крутому берегу. Наконец мы выбрались на сушу, разбили костер и переоделись в сухую одежду. Напившись горячего чая, мы поехали дальше. К вечеру я уже была дома и ни за что не хотела слезать с теплой русской печки. Дедушка мой, Михаил Андреевич, по папиной линии, был строг, молчалив и много работал. Летом и зимой он на оленях возил почту и грузы из районного центра села Лавозеро, а когда вышел на пенсию, стал делать сани. Легкие для упряжки и большие для райды. Райда – это такой караван из железных упряжек, который управляет один человек. На все мои вопросы о наших предках он молчал и много курил. Папа мой, Петр Михайлович Терентьев, прожил всего 45 лет. Когда папа умер, нас у мамы осталось 7 по лавкам. 1 брат и 6 сестер, я старшая из них. Папин родной брат Иван Михайлович тогда работал бригадиром оленеводов. Сказал маме: «Не бойся, Марфа, помогу тебе детей на ноги поставить». Работы в селе для меня не было, и мне пришлось уехать. Через 5 лет я вышла замуж за Владимира Михайловича Кузнецова. Он с пониманием отнесся к моему замыслу, и мы решили вместе заняться родословной. Как-то раз нам в руки попалась старинная книга «Русский север. Путевые записки губернатора Архангельской губернии Энгельгарда». Из этой книги мы и узнали причину исхода моего народа с родной земли. В середине позапрошлого века, когда наши предки жили на берегах большой реки Ижмы Печорского уезда Архангельской губернии, случилась большая беда – эпидемия сибирской язвы и оленей копытки. Она поставила перед людьми сложный вопрос – остаться на родине и разориться, или найти новые чистые пастбища для оленей. Вот так в 1887 году мой прапрадед Иван Наумович Терентьев и его товарищи приняли решение продать свои дома и с остатками своих оленей и семьями двинуться в неизвестность. Свидетели тех событий вспоминали, что стоял плач не только на реке Ижме, но и по всей Печоре. Соседи, архангелогородцы, отказались принять переселенцев на своих землях, опасаясь, что и их оленьи пастбища постигнет та же участь, что и на берегах Ижмы. Перезимовав, люди двинулись дальше, на север. Впереди был только Кольский полуостров с большими ягельными угодьями, но до него надо было еще дойти. Чтобы сократить свой путь, оленеводы решили перейти Кандалакшский залив по льду Белого моря. Когда дошли до середины залива, налетел сильный ветер, и лед треснул. Льдину, на которой оказались люди со своими оленями, быстро понесло в открытое море. Дети плакали, а взрослые стали молиться святому Николаю Чудотворцу и Спасителю. И Богу их услышал. Ветер с западного переменился на южный, и льдину с людьми благополучно прибило к Терскому берегу.
Не просто складывались отношения моих предков с коренным населением, саами. Ведь они тоже были оленеводами и не хотели ни с кем делить свои оленьи пастбища. Но путь назад для переселенцев был уже закрыт. Потеряв в дороге больше половины оленей и сдержавшись материально, люди могли просто не дойти. Вот так на Кольском полуострове появились новые села Краснощелье, Каневка и Ивановка, где довольно долго звучал только один язык – ижемский. Сначала мы поехали на мою родину, в село Краснощелье, и сняли небольшой фильм о нем. Вот мы и поехали в Краснощелье. По этой дороге я ездила 50 лет тому назад, вместе с мамой и с папой. Вот. Теперь эту дорогу в народе называют «дорогой жизни». Днем и ночью на тракторах и снегоходах перевозятся грузы для отдаленных сел района. Не от хорошей жизни, морозы и метели люди пускаются в опасный путь. Дело в том, что в другое время года к нам можно попасть только на вертолете. Но это очень дорого. Да и летают они всего 2 раза в месяц. На середине пути стоит одинокая избушка, но она весьма теплая для тех, кого ночь застала в пути. Здесь можно встретить людей не только из Краснощелья, но даже из Каневки и самой Сосновки, до которой 300 километров пути. Раньше, лет 40 назад, по этой дороге совхоз «Память Ленина» на оленях тоже завозил грузы для села. Но дорога тогда занимала 2 недели туда и обратно. А сейчас этот путь можно преодолеть всего за сутки. Встреча с Родиной всегда приятно и радостно. Наше село стоит на берегу самой большой реки Мурманской области, в густом сосновом бору. Здесь дома строили, не вырубая ни одного дерева. Здесь прошло мое детство и юность. Здесь я пошла в школу. И у меня в 1 классе был свой личный переводчик Арти Витя, так как я ни слова не понимала по-русски. Это потом я стала работать в сельской библиотеке, еще позже вести радиопередачи на районном радио. Все мне здесь знакомо и дорого. Нашему селу в этом году исполняется 90 лет со дня основания. В далеком 1921 году, еще до коллективизации, сюда пришли ижемские коми, облюбовав крутой берег большой реки, очень похожей на Ижму. Богатая ягелем тундра оказалась отличным местом для выпаса оленей. До сих пор главным занятием краснощельцев является оленеводство. Добрым словом хочется помянуть бывшего руководителя хозяйства Дмитрия Афанасьевича Матрехина, который в лихие годы перестройки сумел сохранить не только оленеводство, но и село. Царство ему небесное. Местный оленеводческий кооператив «Оленевод» теперь имеет более 20 тысяч оленей. Это головное предприятие 3 сел района. При кооперативе работает цех по пошиву меховой одежды и сувениров. Изделия местных мастериц пользуются большим спросом по всей области. Много лет, а точнее всю свою жизнь, моя мама, Марфа Степановна Терентьева, проработала в этом хозяйстве. В трудовой книжке у нее стоит только одна запись. В школьном музее мы нашли настоящий, еще работающий патефон. Мои родные тети Фёкла и Фаина, наверное, танцевали под такой же в сельском клубе. Правда, это было очень давно.
Разобравшись с родословной у себя дома, захотелось посетить историческую родину моих предков, далекую Ижемскую землю. И вот в июле 2007 года мы с мужем отправились в обратный путь его прапрадеда. Ехать пришлось долго, 3 суток. Только здесь в поезде Москва-Воркута до меня дошло то, о чем так долго молчал мой дед. В далеком 1938 году маминого отца, Степана Феоктистовича Валеева, осужденного как врага народа, везли под конвоем в таком же поезде на строительство Беломоро-Балтийского канала. Об этом я узнала из книги доктора исторических наук Ивана Федоровича Ушакова. Из ГУЛАГа мой дед успел написать только одно письмо. Как-то сразу вспомнилось и мое вступление в пионеры. На одном из уроков учительница сказала, что ко дню рождения Ленина будут принимать пионеры, что надо всем купить красные галстуки. Сидевший за моей спиной Степан Чукров громко на весь сказал, а Вальку Терентьеву в пионеры не примут, у нее дед враг народа. И правда, не приняли. А где-то был уже 60-й год. Рано утром наш поезд прибыл на станцию Ирайоль. До села Ижмы мы добирались на маршрутном такси. Всего около 100 километров. Дорога оказалась быстрой, потому что все вокруг напоминало наш северный край. И сосновый лес, и огромные ягельники, и даже небо, как у нас. Еще больше я удивилась, когда я увидела само село. Дома, бани, хозяйственные постройки, все как под копирку. Вот и пришла я на берег, все еще величавой реки Ижмы. Понимаю, что по зову сердца. В той же ижемской одежде, которая мне досталась по наследству от моей прабабушки Варвары. Более 120 лет назад она стояла на этих берегах и навсегда прощалась с родным краем. Наверное, где-то в глубине души и мой дед Михаил Андреевич, и мой отец Петр Михайлович хотели побывать здесь. Далее наш путь был местный краеведческий музей. Мы надеялись отыскать хоть какую-то информацию о тех драматических событиях XIX века, но, к большому сожалению, мы для себя не узнали ничего нового, хотя с удовольствием познакомились с историей самой Ижмы и Ижемского района. Степан Мартынович Басакет Мартынович погибли на фронте, Василий Мартынович утонул, Анна Мартыновна. Узнав цель нашего приезда, пожилые жители Ижмы и других сел с радостью встречали нас в своих домах и делились доступной им информацией. Большое спасибо Никону Хатанзейскому, Герцену Филиппову, Луизе Холодешниковой, Анне Семяшкиной, Владимиру и Василию Ануфьеву. Вот как тебя интересует, библиотеками, коли, это статья и адресы. Василий Ануфриев рассказывает о том, что ему рассказала его мама, как молодую девушку Галину Вокуеву из села Деюр отец дал сватам из Лавозера ижемским коми, а слушаться девушка не смела и со слезами отправилась в далекое Лапаре, на Кольскую землю. Так и стояла она, плача на корабле, на коленях, пока не скрылось родное село за поворотом. Башки, а и туда налезли. Ну да, сидь была, сидь. Аркуженко, ну, есть, 28-й год я, 25-й. 26-й год я сосу. Были вид красивый. Они взяли и нарушили это, построились так, вниз. И красиво получилось? Красиво получилось. Да. Но всех раскулачили, все разбились, ни одного родственника здесь нет. Сперва, когда раскулачили... Ушли по течению. Да, по течению ушли. Все Да? вниз Вот ушли, раз. по Печоре. Мне старушка здесь живая, вот ее бы увидеть, в Челеве живет. Здесь, говорит, распродавали вещи. Хозяин, говорит, стоит, подошел, а распродают вещи. Зеркало, говорит, как комната, высотой комнаты, например, к примеру, говорит, покупай, говорит, хоть по родственникам, за дешево все продали.
До революции здесь строили в основном двухэтажные дома, так как семьи были большие и достаток был большой. Храмы в каждом селе возводили белокаменные, не хуже, чем в столице. Возможно, местные богатые оленеводы приглашали архитекторов из Санкт-Петербурга. По рекам Ижме и Печоре ходили большие купеческие пароходы и баржи. Велась бойкая торговля аж до самой Москвы. Все изменилось после событий 17 года. Революция, гражданская война, коллективизация, раскулачивание выбили из людей все то, что было основой их материальной и духовной культуры. Храмы новой власти были осквернены, крепкие хозяйства национализированы, а их владельцы сосланы в ГУЛАГ. По дороге домой думала о превратностях судьбы. Благодарила Бога за свидание с землей предков, на языке которых я говорю, и люблю его, и знаю. И этот стих Людмилы Тюриной как раз об этом. Как первый снег и чистый мягок наш милый ижемский язык, и крепок, гладок, как омытый камень, и жалок нам, как девы лик, цветку черемухи подобный. Те медводлым кой цестом небыт, те вадорыскойт молит, крепыт, том ижемкая скойт же жалькойт, те цветокавыш лемлен чалькойт, то бузган горату всошуран, то леня шарган архя корен, то лым чересен усян вывсень, то чардагы мазеран киссян, но мыла мукадерикылан, те комикы влывомен цинан, пыр юрта тятыртемен олан, но те и таттимен кулан. Пымратян метенешуя, кор олам былам пып ты доя, мемада, меду мушар вылын, те мада кылы, немте кылын.